Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие овны. Сегодня мы сделаем прогноз на март месяц. Мы посмотрим общую атмосферу месяца, сферу работы, финансов, отношений, совет. И прогноз можете смотреть как по солнечному знаку, так по знаку асцендента, если вы его знаете. И напоминаю о том, что это общий прогноз, не воспринимайте информацию буквально. Также, пользуясь случаем, поздравляю всех девочек, все мы в душе девочки, с наступающим 8 марта. Главное, желаю мирного неба над головой, любви, благополучия и здоровья. Итак, давайте-ка будем смотреть, овны, для вас, каким же будет этот месяц. Так, март месяц, овны. Так, основное событие месяца. Сфера работы для тех, у кого она есть, кто в поиске работы, бизнес, кто развивает свой бизнес, финансы, отношения, кто в паре и кто в поиске своей второй половинки. Так, ну что, по ходу будем потом еще дополнять карты. Общая атмосфера месяца связана с мужчиной, скорее всего, либо с законом, с влиянием каким-то, с человеком авторитетным, с человеком влиятельным. Это может быть отец, это может быть муж, это может быть проявление какой-то силы духа где-то в чем-то, в какой-то ситуации. Кстати, может быть помощь ангелов, помощь высших сил. Вы будете чувствовать себя достаточно защищенным в этом месяце, либо есть у вас человек, который является таким вот защитником или ангелом-хранителем для вас на данный момент. Есть какое-то у вас превосходство в чем-то, в какой-то ситуации. И сейчас давайте-ка мы уточним, о чем это. Смотрите, у вас есть намерения какие-то, но почему-то вам есть у вас какие-то перспективы, есть у вас какие-то возможности, но такое ощущение, будто либо вам сейчас сложно что-то делать, либо есть такой человек, который каким-то обманным образом мешает вам, мешает идти вперед, мешает вашему развитию, мешает вашим каким-то внедрением ваших каких-то желаний. У вас есть желание, но почему-то кто-то вас постоянно стопорит, и это с какой-то выгодой для себя. То есть этот человек делает это с какой-то выгодой для себя. Так, ну вот такой, какая-то хитрость и обман все-таки есть со стороны какого-то человека. Вполне возможно, это мужчина, и это достаточно влиятельный человек или сильный, богатый, влиятельный, финансово независимый человек, который, может быть, любит всегда показывать свое какое-то превосходство над вами. Так. Так, помощь. Ну вот если вам нужна помощь от такого человека, то навряд ли он вам, наверное, поможет. Тут здесь какой-то, знаете, если я тебе помогу, то я что-то должен иметь с этого. То есть здесь вот такая вот карта. Так, то есть хитрецой человек с каким-то своим учетом. Просто так ничего делать не будет. Так, и дело в том, что он еще, знаете, такое ощущение, будто он давит на вас. Есть этот человек либо давит на вас, либо своим авторитетом, либо, знаете, как у вас какая-то безвыходность, безысходность. Ну, вот такой вот. Слишком уж он либо влиятельный для вас, либо авторитетный слишком. Как бы это сказать правильно? Слишком, слишком, ну, все-таки слишком давлеет над какой-то ситуацией или над вами. Ну, есть тут такое. Вот такое ощущение, будто вы зависимы от этого человека
в чем-то, но выгоду он свою, конечно же, будет иметь. Ничего он просто так делать не будет. Какая-то выгода. Либо какой-то обман вот существует здесь с его стороны. Так, работа для тех, у кого она есть. Ну, в принципе, тут достаточно все, все достаточно положительно. То есть на работе все хорошая атмосфера на работе, работа есть, работа в удовольствие, в плане денег, хорошая зарплата, да, там, допустим, могут быть премиальные какие-то премии, получение положительного какого-то результата. Так, хорошая атмосфера на работе, может быть, какие-то празднества, вечеринки на работе. Ну вот, пожалуйста, 8 марта, да, какие-то торжества. Работа может быть связана а, с творчеством, да, вот или какая-то творческая какая-то такая работа. Так, ну здесь, в принципе, как бы все хорошо, поэтому рассматривать ее больше не будем, да. Для тех, кто в поиске работы, да, будет у вас такая работа, вы ее найдете, и эта работа может, смотрите, вполне возможно, вы долго искали, были какие-то трудности, но сейчас это как выстрел будет какой-то, да, как вспышка. Вот найдется эта работа будет вам очень нравиться. Но работа тоже может быть творческой. А, Это, знаете, как для вас, как выигрыш джекпот. То есть это большая удача для вас будет. Так, здесь по этой карте нужно на работе проявлять какую-то креативность. Кстати, работа может быть в сфере энергии, энергетики, электрики тоже как вариант. Так, и смотрите, здесь еще может быть ам, продвижение, то есть она перспективная работа, то есть это может быть в дальнейшем продвижение по карьере. Вы можете там зацепиться, и продвижение по карьере может быть. Также, также в плане в плане работы вам еще кто-то может помочь в плане работы, то есть может быть чья-то помощь. Так, бизнес, господи. Бизнес. Смотрите, в бизнесе, ну, это карта бизнеса, в принципе. 14 карта, карта лисы, это бизнесмены, да, это не крупный бизнес, это не крупные бизнесмены, это не медведь, это лиса все-таки. Но смотрите, вы здесь можете, такая карта, она необычная, такая двоякая. Вы всегда найдете, у вас нюх, у вас чутье, вы всегда найдете, где хорошо заработать, что лучше пойдет, как дальше развивать бизнес. Вы такая ищейка, такая проныра, везде все успеете, везде все узнаете, будете крутиться как белка в колесе для того, чтобы бизнес был, был лучше, чем он есть сейчас на самом деле. Где-то, и при том это вы не будете, м, э, как это говорится, все методы хороши, да, там, то есть вы не будете гнушаться разными методами, где-то обмануть, где-то схитрить, где-то коробку конфет подарить, да, там, допустим, кому-то. Ну вот так вот. Но вы сделаете все для того, чтобы ваш бизнес процветал. У вас хорошая, вы такой торговец, можно сказать. Вот торговец, у вас есть такая вот жилка, жилка именно такого среднего бизнесмена. То есть пока что это мелкий или средний. Либо работаете сами на себя, либо, может быть, с кем-то в паре, но с кем-то в паре, но мгм. Так, есть какие-то сомнения. Смотрите, вы что-то начнете новое, вполне возможно, для вас. Медленно будете внедрять, медленно, постепенно. Это может быть касаться какого-то творчества или все, что касается в женской сфере или сфере детей, что-то детское, да, может быть.
Где-то в чем то будете сомневаться, где-то могут быть какие-то переживания у вас по этому поводу. Но опять-таки это все временно, может быть, даже какие-то неприятности. Но это все разрешится. Вы очень коммуникабельный человек. Где-то что-то кому-то подарите, сделаете какой-то подарок, скажете какой-то комплимент. М, Вам всегда пойдут навстречу, потому что вы умеете ладить с людьми. Так, ну вот такой. Вы знаете, где кому льстить, а кому не льстить. Так, в сфере финансов. Ну, в принципе, в сфере финансов все нормально тут. А, Я не могу сказать, что это большие финансы, это какая-то прибыль, но, в принципе, все то, что у вас есть, вас это устраивает. Так что здесь в плане денег такое. Так, в плане отношений. Отношения, смотрите, можете получить в отношениях получение или переписка какая-то, или получение каких-то новостей или документов очень быстро в этом месяце, в начале месяца даже может быть. Но документы не могу сказать, что достаточно приятные а, документы. Это могут быть различные документы или расписки, или какая-то информация, или может, оплата коммуналки, ну, может быть, ну, что угодно, все, что связано с документами. Так, пригласительные билеты какие-то. Так, а почему? Покажите ко мне. И конфликт из-за этих документов может быть в семье. Конфликт. Почему конфликт? Так, у кого-то это может быть какие-то празднества. Решили что-то отпраздновать, и что-то или мешает, или есть какие-то что-то отпраздновать, или что-то резко помешает, или может быть на этом празднестве какая-то ссора внезапная, кстати. И праздник или отменился какой-то, или приглашение на какой-то праздник. Что-то может отмениться, да. Или решили, допустим, подарить что-то одно, а по факту что-то не получается. Не получается что-то как подарок. Из-за какого-то подарка может быть что-то. У кого-то может быть свидание, не получаются. Что-то вот отрезается. Отрезается, а потом что будет? Открытие. Так, потом примирение это будет. Открытие какое? Внезапное открытие какого-то обмана. Вот. Из-за какого-то внезапного открытия секрета обмана какого-то такого. Может быть какой-то раздор в семье, какая-то ссора может быть. Ну, потом примирение. Знаете, это что-то из той серии «Милые бранятся, только тешатся», что-то такое вот. Так, и для тех, кто... А давайте-ка мы, знаете, что посмотрим, а какой для вас совет. Совет. Что вам посоветуют карты? Так, не бойтесь влюбиться. Откройте свое сердце, чтобы отдавать и получать самую высокую из всех энергий. Так, и освободите себя, пора снова взять под контроль свою жизнь. Вот так вот. Вот такой вот советы вам. Такие. Так, и для тех, кто в поиске, смотрите, в принципе, это будет у вас тут такой жених нарисовывается, да, жених или невеста, ну, мальчики смотрят, да, сразу как бы для себя смотрят. То есть, если я говорю жених, то значит для мальчиков это невеста. Есть какая-то, здесь может быть приезд, это встреча, это свидание может быть. Это очень быстро, очень скоро, буквально в течение пары дней. Такое вот может быть знакомство. До недели, скажем так. Это может быть по переписке тоже. Давайте-ка еще посмотрим. Так, это может быть в командировке. Это может быть связано с транспортом. Телефонный звонок, может быть письмо.
Это может быть, знаете, как вас еще пригласили куда-то, допустим, в гости, а вы там можете с кем-то познакомиться. О постоянстве, скажем так, ну, знакомство-то будет, но насколько будут дальше потом разворачиваться отношения у вас, это уже, конечно, второй вопрос. Ну, такой сильный, влиятельный товарищ. Красивый, мужественный, взрослый, молодой, сильный. Так, активный. Активный, острый на язык, я бы сказала, еще такой. Вот палец в рот не поклади. Так, и давайте-ка посмотрим еще вам совет на месяц. Совет Овны. Какой же вам совет на март месяц? Гадальные карты. Вы способны воспринимать неспосылаемые свыше ответы и указания. Для кого-то это может быть заняться эзотерикой. Вы умеете гадать. Может быть карты, может быть кофе или воск или еще что-то. Так, и займитесь здоровым питанием. При помощи своих кулинарных навыков вы несете исцеление. Это говорит о здоровом питании. Ну, вот такой для вас прогноз, дорогие мои овны. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока, до новых видео.